Добрый вечер, здравствуйте! В студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Мирном на место пожара по улице Патриса Лумумбы, дом номер 3, выехали сразу все службы. Росгвардия, пожарная, скорая, ЗЭС и служба газа. Загорание произошло в летнем доме. Причина и ущерб пожара выясняется. К счастью, пострадавших нет. А жительница Алданского района отсудила у Минздрава Якутии более полумиллиона на лекарства. Женщине 3 месяца не выдавались лекарства, которые ей положены по закону. Как сообщили в региональной прокуратуре, она была вынуждена приобретать дорогостоящий препарат за свой счет. Прокуратура обратилась в связи с этим в суд к Министерству здравоохранения о взыскании в пользу заявительницы расходов, понесенных в связи с приобретением лекарственного препарата в сумме 539 тысяч рублей. Суд рассмотрел и удовлетворил исковые требования в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами. В Сунтарском районе мужчина продал 64 тонны чужой муки. Часть денег он потратил на развлечения в столице республики. Обвиняемый, являясь по договору материально ответственным лицом, совершил путем присвоения хищения со склада более 1200 мешков муки общим весом свыше 63 840 килограмм. Вводя в заблуждение относительно правомерности своих действий, похищенная мука им реализовывалась предпринимателям и гражданам. Впоследствии полученные денежные средства обвиняемый использовал по своему усмотрению, в том числе в ресторанах и ночных клубах города Якутска. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Накануне в столице республики из-за неуступки дороги совершены 2 столкновения транспортных средств. В 12:30 26-летний водитель на машине Ford Focus на перекрестке улиц Кальвица и Халтурина не уступил дорогу автомашине марки УАЗ при повороте. В результате ДТП водитель Форда с ушибами обратился в больницу, где ему назначено амбулаторное лечение. Следующее столкновение произошло через 10 минут. 40-летний водитель, управляя Toyota Gaia, не уступил дорогу машине Toyota Wish. В результате ДТП 28-летняя водитель Wish обратилась в медучреждение, где ей поставлен диагноз – ушиб поясничного отдела позвонка. Ей назначено амбулаторное лечение. Все водители, участники столкновений по показаниям актов медицинских освидетельствований трезвые. Употребление алкогольных напитков не установлено. Уважаемые водители, будьте бдительны и осторожны на дорогах. Не спешите, не завершайте резких маневров. Соблюдайте дистанцию. В Якутском городском суде рассмотрели дело о попытку дать взятку работнику колонии. Отбывающий наказание мужчина пытался провести на территорию 18 мобильных телефонов, зарядники и дрожжи. Якутским городским судом подсудимый признан виновным в совершении дачи взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. При назначении наказания в качестве смягчающих наказания обстоятельств суд учел полное признание вины, раскаяние, молодой возраст подсудимого. Отягчающим наказание обстоятельствам суд учел опасный рецидив преступления. Судом подсудимому с частичным присоединением неотбытой части наказания по предыдущему приговору окончательно назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор Якутского городского суда не вступил в законную силу. Отцы и дети. 22-летний студент воспользовался незнанием мобильного приложения 51-летнего жителя Мегино-Кангаласского района и выкрал с его счета 30 тысяч рублей. В тот день подозреваемый подвозил потерпевшего. Сев в машину, мужчина сообщил, что у него с собой нет наличных и он не умеет пользоваться мобильным банком. Он попросил водителя самому перевести себе деньги за проезд, передал ему телефон и назвал пароль для входа в приложение. После этого потерпевший попросил поставить смартфон на подзарядку и, выходя из машины, забыл его. Подозреваемый через некоторое время заметил оставленный пассажиром телефон и, решив воспользоваться этим, частями перевел на свой счет 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье кража. И к международной повестке интересная новость о мафии. Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини возглавил снос виллы в Риме, незаконно построенной членами мафиозного клана Каса Моника. На ее месте появится детская площадка. На прошлой неделе власти конфисковали 8 объектов недвижимости, возведенных с нарушениями строительных норм и правил сохранения исторического ландшафта. Рассказывает Сергей Берец.
Показательный снос виллы, незаконно возведенной членами мафиозного клана Касса Моника на юго-востоке Рима, возглавил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини по прозвищу «Капитан». Сальвини неоднократно выступал с угрозами применить бульдозеры против поселений нелегальных мигрантов и цыганских таборов. Вице-премьер правительства и один из лидеров крайне правой партии «Лига» лично сел за рычаги экскаватора. Затем за дело взялись военные инженеры. Они разрушили постройку, на месте которой предполагается открыть детскую площадку. Иль Капитано пообещал, что процесс станет необратимым. Сегодня утром один из членов семьи Касса Моника пригласил меня на чашку кофе. Я ответил: нет, спасибо, я предпочитаю другую компанию. Мы будем преследовать преступников квартал за кварталом, улица за улицей, магазин за магазином, так что у них, семейство Касса Моника, будет с кем выпить кофе. Клан имеет цыганские корни. Летом его представители критиковали предложенный Сальвини план провести перепись ромов. На прошлой неделе глава МВД вместе с мэром Рима Вирджинией Раджи, входящей в популистское движение «5 звезд», наблюдали за полицейской операцией, в ходе которой были конфискованы 8 вилл в районе Куадраро. Все они принадлежали клану Касса Моника. Раджи заявила, что они нарушали законы города о строительстве и сохранении исторического ландшафта. Обитателям пришлось покинуть помпезное жилье, набитое позолоченными зеркалами, мраморными статуями и экстравагантной мебелью. Одни уехали на машинах, другие ушли пешком. По словам мэра, сам факт того, что виллы простояли 30 лет, символизирует неспособность прежних властей Италии бороться с преступностью. На этом пока все. Берегите себя.